Спасатели зеленого мира, борцы за сохранность окружающей среды. Какими только всевозможными эпитетами их не награждали, себя они скромно зовут эко-волонтерами. Здесь, на базе отдыха в Мужичи, после нелегкого экологического марафона по сбору мусора в Нестеровской, они проводят время за знакомством и общением, обмениваются контактами и добавляются друг другу в соцсетях. Экологи со всего Северного Кавказа и не только фотографируются на фоне предгорных живописных лесов. Со своим оттенком национального колорита на площадку врывается ансамбль «Магаз», исполняя зажигательную лезгинку. Диана Багдасарян – студентка Государственного педагогического института в Ставрополе. Об экологическом слете она узнала из новостных пабликов социальных сетей. Не задумываясь, девушка решила примкнуть к своим единомышленникам и стать волонтером-экологом. Сегодня днем все вместе они собрали более 300 мешков мусора на берегах Асы. Этот командный дух, то, что соревнования все-таки, хоть и приз такой денежный, но все равно это мотивирует, и мы из-за этого быстрее работали, как-то помогали, бегали туда, и это было прикольно, интересно. На самом деле весь этот мусор, что вы кидаете, думаете, не заметен, на самом деле очень его видно, и он скапливается, и прям мусорными пакетами оставляют. Я не ожидала, честно говоря, вот. Очень много было, бутылок особенно. Эколокация – это проект молодых активистов, реализуемый Центром молодежных инициатив при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. А это Джамбулат Евлоев, студент НГУ, учится на спортивном факультете. Именно он сумел защитить проект на Северокавказском грантовом конкурсе. После защиты выяснилось, что я один из победителей. Они мне выделили финансовую непосредственную поддержку. По итогу у нас получилось провести более масштабное мероприятие, больше участников, больше дней. Запланировано было всего 3 дня, а можно теперь сделать уже 4 дня. Поздравить и поблагодарить волонтеров за их труд и вклад в дело спасения природы приехал и глава региона. Он отметил, что поддержание экологической чистоты в населенных пунктах должно контролироваться непосредственно властями на местах. Я хотел бы, чтобы руководители здесь находящиеся, не обязательно министерство, не обязательно правительство, это их в обязанности входит. Но каждый глава сельского поселения, глава района и города должен свои проводить зеленые дни и акции. Должен каждый человек, который живущий, и будущее, который немножко о будущем думает, должен обязательно с любовью относиться к дереву, к кусту. Я хочу, чтобы жители, наши уважаемые люди в каждом селе были инициаторами и проводили зеленый день на улице, квартал, в селе. Очень большое дело вы сделали. Каждого вас благодарю. Хочу вот, чтобы вы везли частицу добра. Добра, который вы сделали на нашей земле. Об экологии и ее проблемах нужно говорить и действовать всегда во благо окружающей среды. К этому призвал Махмуд Али Калиматов. Глава региона также отметил особое внимание президента России к экологической составляющей. Я помню, когда проблемой занялся президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, первый раз начали определять, и оказывается, у нас свалки есть, полигоны есть. Оказывается, у нас много проблем в экологии. И тогда была принята программа, усилена контрольно-надзорная деятельность органов по выявлению этих точек болезненных. Еще оказались целые озера, где мы, подземные озера, где у нас нефтяные наши гиганты находились, и сложно было очищать. Новые технологии, новое производство для того, чтобы очистить, и подземные наши добрые дела были сделаны. Эко-акция с момента старта носит соревновательный характер. Победителям, то есть лидерам команд, вручили денежные сертификаты.
На этом битва экологов не закончилась. Ежегодно Минприроды определяет победителей проекта «Рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований». Так, в номинации «Самый чистый район» лидером стал Джайрахский. Далее звание «Самое чистое поселение» завоевало Мужичи, ну а в номинации «Самый чистый город» победу одержал Магаз. Экологический слет – это прежде всего возможность выразить свою любовь к окружающему миру и наглядный пример тем, кто такими чувствами обделен, делится Ахмед Халухоев. Привитие и формирование экологической культуры у подрастающего поколения – основная цель этих мероприятий. В первую очередь для населения нашей республики, когда они видят, что кто-то намусорил, жители нашей республики, ребята разношерстные из нашей республики, из других регионов приезжают, собирают, убирают мусор. Это в целом население как-то подковывает для того, чтобы в следующий раз там кто-то бутылку не выкинул, кто-то, если ее увидел, подобрал, выкинул в урну, кто-то, если там на пикнике отдохнул, он взял, собрал свой мусор, донес до там ближайшего сбора мусора, там свалки. На этом маршрут экоактивистов не окончен. Завтра уже в Джайрахском районе волонтеры очистят площадки для отдыха, ставшие излюбленным местом для жителей и гостей республики. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.